Доброе утро! Мы приветствуем всех наших любимых и дорогих телезрителей, кто сейчас находится у телеканала «Якутия-24» и НВК «Саха». Утро Якутии приветствует вас! Сегодня это самая долгожданная пятница. И, как всегда, мы рады будем рассказать вам о самом полезном, о самом актуальном. И, конечно же, мы просим вас не переключать свой экран телевизора на другой канал, а остаться с нами. И мы обязательно постараемся сделать ваше утро таким более насыщенным и, конечно же, добрым. Еще раз доброе утро. Напоминаю вам о том, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете отправить свои вопросы, либо поздравления, возможно, передать привет на номер, который вы видите прямо сейчас на экране, а также на наш телеграм-канал. Телеграм-канал работает 24/7. Мы ждем ваши предложения. Возможно, у вас есть забавные видео, либо фотографии. Если вы хотите, чтобы республика знала о вас, отправляйте их 24/7. Ну а что мы подготовили для вас в этот пятничный эфир? На завтрак сегодня вместе с Натальей Старостиной мы будем готовить кашу, но не обычную, а на миндальном молоке. Также мы побываем на благотворительной ярмарке, которая прошла совсем недавно в Хандыге. Обязательно мы выгуляем наших братьев меньших, затем мы посетим Национальный художественный музей. Ну и, конечно, нас ждет встреча с интересными утренними гостями. Это руководитель Академии будущего IT-генератор, а также студент, который выбрал себе профессию переводчика. Ведь сегодня у них профессиональный праздник. Ну и по старой доброй традиции начинаем мы наш эфир, конечно же, с рассказа о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 6 градусов. В заречной группе до 7 градусов ниже 0. В южных районах минус 3. В Вилюйской группе 3 градуса со знаком минус. В Нижнеленских 4 ниже 0. В западных 6,2 со знаком минус. В Колыме-Дигирской до минус 5. В Янских 8 ниже 0. На северо-западе до минус 5. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 2 метра в секунду. Сегодня днем слабый снег. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 3 градусов. Тем временем диетологи не устают повторять, что утреннюю трапезу следует начинать с питательного завтрака, который способен повысить вашу работоспособность на 30%. При этом самым популярным блюдом на завтрак, конечно же, является каша. И не случайно. С древних времен и по сей день щи да каша – пища наша. Давайте от теории уже перейдем к действию. Доброе утро! Меня зовут Наталья Старостина. Я производитель крафтовых продуктов, ремесленного хлеба и крафтовых сыров. Сегодня я хочу вам показать, как можно приготовить очень вкусный завтрак из самых банальных продуктов. Рисовая каша. Мы сегодня приготовим на основе рисовой крупы очень интересный продукт. Итак, сегодня нам понадобится предварительно сваренный рис. Это краснодарский круглозерный рис. Но молоко у нас будет совершенно другое. Молоко у нас будет из миндаля, миндальное молоко. Я покажу, как его очень просто готовить. Буквально за 20 минут до приготовления данной каши вам нужно будет залить 2-3 пригоршни миндаля крутым кипятком. Минут через 10 вы уже сможете спокойно отделить, надавив на кожурку миндаля, и орех сам вылетит. Итак, для украшения нам понадобится, в моем случае сегодня это миндаль. Также мы приготовим сладкую часть этой каши, глазированную дыню в сахаре с абрикосами. Ну и любая зелень, в моем случае это мята. Итак, начнем. Первое, что мы должны приготовить, это миндальное молоко. Мы возьмем очищенный миндаль, буквально 2 пригоршни. Этого будет достаточно. Не надо замачивать его на ночь, буквально 10-15 минут, и у вас чистый миндаль. Заливаем чистой питьевой водой 330-340 миллилитров. И взбиваем. Можно это делать погружным блендером, я буду делать вот этим. Итак, пробиваем миндаль. Мы видим, как вода окрашивается в белый цвет. Очень вкусное, полезное молоко. Опять-таки из серии правильного питания. На этом молоке можно готовить блины, выпечку. Мы же сегодня приготовим вариант рисовой каши. Берем на одну порцию порядка
140 грамм отваренного риса. Это же молоко можно готовить из любого ореха, ну, кроме грецкого. Грецкий, потому что орех горчит. Итак, видите, здесь такая пенка. Добавляем, посмотрите, это белое молоко. И сейчас мы проварим. Пока наша каша томится на плите, на минимальном огне, мы приготовим глазированные фрукты. Для этого нам потребуются любые фрукты, которые вам нравятся. Ну, сейчас, так как уже сезон заканчивается абрикосов и последние вкусные абрикосы, я решила сделать из абрикосов. Мы режем мелко. Теперь мы принимаемся за дыню. Дыни нам нужно совершенно немного. Я возьму вот так вот, не буду ее разрезать полностью. Так. Для удобства. Эти фрукты придадут сладость нашей каше. Итак, переходим к глазировке. Итак, мы потомили нашу кашу. Предварительно мы ее, когда она начала закипать, подсолили. Слегка добавили сахар, 1,5 столовых ложки, щепотку соли, чайную ложку соли, скажем так, да, и закарамелизовали наши фрукты. Итак, теперь приступаем к сервировке. Выкладываем ее в пиалу. Теперь наши фрукты сверху красивым ярким пятном лягут на нашу кашу. И добавим сюда изюминки. У меня сегодня это тертый миндаль. Сегодня мы приготовили с вами не банальный вариант рисовой каши на миндальном молоке с сезонными фруктами. Это очень вкусно. Итак, приятного вам аппетита и доброго утра! Какой замечательный завтрак. Действительно, и миндальное молоко можно сделать в домашних условиях, да и фрукты карамелизировать тоже несложно. Поэтому берите на заметку и пробуйте. Ну а тем временем, пока вы спали, в мире происходят интересные новости. Сегодня в Кремле пройдет церемония подписания договоров о включении новых территорий в состав России. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В состав России могут приняты 4 новые территории. Церемония состоится в 15 часов по московскому времени. Тем временем этой ночью вступил запрет на въезд в Финляндию для российских туристов. Запрет будет действовать до особого распоряжения. Исключение, позволяющее въехать, это посещение близких родственников, учеба, лечение и работа. А настоящий концерт Валерии состоялся прямо на борту самолета. Подпевали все. Напомним, народная артистка России объявила о временной отмене сольных концертов в это нелегкое для России время. Я ждала тебя, только тебя, слышишь, как это важно и дорого, отыскать любовь среди холода, снова любить и дарить тебе целый мир под названием «Я». Российские старшеклассники в обязательном порядке будут изучать финансовую грамотность. Об этом сообщает Центральный банк России на официальном сайте. В рамках этого направления школьники познакомятся с финансовым рынком и особенностями его функционирования. Узнают, как можно организовать личные финансы и защитить их от мошенников. И многое другое. Школьная программа будет адаптирована к новым требованиям стандартов к 1 сентября 2023 года. Ну а сейчас самое время узнать, чем же запомнился этот день в истории. На календаре 30 сентября. Сегодня отмечают Международный день переводчика, День интернета в России, Международный день подкастов, День ортодонта, День любви к людям.
По народному календарю этот день посвящен памяти Святой Софии и 3 ее дочерей – Веры, Надежды и Любови. В этот день в храмах проходят богослужения. На Руси в этот праздник женщины громко плакали, чтобы избавить свою семью от бед и несчастий. А молодежь устроивала деревенские святцы, на которых парни и девушки присматривали себе вторую половинку. События в этот день. Иоганном Гутенбергом напечатана первая книга «Библия» в 1452 году. Во Франции вводится обязательная регистрация автомобилей, которые могут достигать скорости более 36 км в час. В 1902 году был запатентован первый искусственный шелк – вискоза. В Париже дан старт первым международным состязаниям на воздушных шарах. Победителем стал лейтенант американской армии Фрэнк Лам, который приземлился на следующий день в английском городке Уитби, графство Йоркшир. На сцене МХАТа впервые поставлена «Синяя птица» Мориса Метерлинка. Состоялся первый свободный полет вертолета Ми-1 под управлением летчика-испытателя Байкалова. В этот день были установлены почетные звания «Заслуженный пилот СССР» и «Заслуженный штурман СССР». В этот день родились Ганс Гейгер, немецкий физик, создавший счетчик частиц радиоактивного излучения; Отто Шмидт, советский математик, географ, астроном, исследователь Севера; Александр Василевский, советский военный деятель, маршал Советского Союза; Майкл Иннес, английский писатель, биограф, автор детективов; Давид Ойстрах, советский скрипач, дирижер и педагог, профессор, народный артист РСФСР; Юрий Любимов, российский театральный режиссер, актер и педагог, народный артист России. Именины сегодня отмечают Ян, Серафим, Павел, Мирон, Илья, Иван, София, Надежда, Вера, Любовь, Ирина, Арина, Александра. Сегодня отмечается Всемирный день переводчика. И сразу после небольшой паузы мы вернемся в наш прямой эфир, где поговорим с нашим утренним гостем о прекрасной профессии переводчика. Ведь она является студентом переводческого отделения. И, конечно, кто, как не она, может рассказать, почему именно профессия стала для нее будущим. Поэтому оставайтесь с нами, и сразу после новостного блока мы вернемся в «Утро Якутии». Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. По сообщению Управления образования города Якутска, в связи с трагическими событиями в Ижевской школе издан указ об усилении мер безопасности в образовательных учреждениях города Якутска. Так, руководитель образовательного учреждения самостоятельно принимает меры, направленные на усиление пропускного режима, в том числе закрытие входных дверей. Это соответствует постановлению правительства России от 2019 года. С учетом того, что входы в здание школы просматриваются системами видеонаблюдения, опоздавший ребенок либо иное лицо, пришедшее в школу после закрытия входа, будет своевременно обнаружен и пропущен в здание сотрудниками охраны, отмечается в сообщении. Управление подчеркивает, что в рамках противопожарных требований противоречий здесь нет, так как наружные двери закрываются на щеколды, либо замки, открываемые изнутри без ключа. Активную помощь мобилизованному населению оказывают различные организации республики. Ими были предоставлены спальники, различные медикаменты и другие вещи первой необходимости. На данный момент на территории Приморского и Хабаровского края находятся 3 представителя общественной палаты региона. Они работают по доставке тех грузов, которые не успели вручить мобилизованным на территории республики. Стоит также отметить, что в Координационном центре по вопросам частичной мобилизации граждан ведется работа военного юриста. Мобилизованные могут обратиться с вопросами и консультацией к специалисту. Также желающие могут получить профессиональную психологическую помощь. Координационный штаб у нас продолжает работу. Вчера поступило 68 заявлений. Заявления поступают через Общероссийский народный фронт, через приемную партию «Единая Россия» и непосредственно к нам здесь в центр подходят. Все эти заявления были направлены вчера ночью в военный комиссариат и будут рассматриваться уже военным комиссариатом.
В Нерюнгри также начался сбор гуманитарной помощи для мобилизованных. Когда Общественная палата республики объявила о сборе, общественные организации Нерюнгринского района моментально отреагировали на призыв о помощи. Совет отцов, Совет женщин, Боевое братство и волонтеры Нерюнгри в кратчайшие сроки разработали план дальнейших действий. В соцсетях была размещена информация о том, что в штабе волонтеров принимаются теплые вещи, атрибуты, медицинские препараты, продукты питания длительного хранения. В первый же день удалось собрать все необходимое для адресной помощи. Якутянка Нюргуяна Баишева победила на всероссийском соревновании по шахматам среди студентов в Москве, сообщили в Федерации шахмат республики. Якутию представила сборная команда Северо-Восточного федерального университета в составе Айтала Местникова, Николая Захарова и Нюргуяны Баишевой. Представитель команды Юрий Никифоров сообщил, что в женском турнире приняли участие 37 спортсменок. Нюргуяна набрала 6,5 очков из 7 возможных. В мужском турнире заявилось 64 участника. Айтал занял 15 место, а Николай 32-е. Как уже было отмечено, сегодня, 30 сентября, переводчики всего мира отмечают свой профессиональный праздник – Международный день переводчика. Об особенностях этой профессии мы сегодня поговорим с нашей очаровательной гостьей Алиной Новиковой. Алина является студенткой 4-го курса кафедры перевода ИСФИР Северо-Восточного федерального университета. Доброе утро. Доброе утро. Алина, ну, во-первых, прими наши поздравления в свой профессиональный праздник, ведь ты уже студентка 4-го курса, и можно сказать, что уже практически профессиональный переводчик. Правильно? Да, Правильно. спасибо большое. Расскажи, пожалуйста, как ты сделала выбор именно в эту сторону? И был ли это сознательный выбор, или все-таки, может, родители направили, или, может быть, какие-то профориентационные туры показали, что у тебя есть способности к языкам? На самом деле я не могу сказать, что я всегда мечтала стать переводчиком, но я всегда интересовалась изучением языков, и это у меня довольно неплохо получалось. И ну да, мне подсказывали родители, но потом я сама поняла, что я люблю переводить для себя, для семьи, и, в принципе, это у меня получится, и я решила, что да, это будет хорошее для меня образование. Ну, ты говоришь, вот люблю переводить. Как ты это увидела? Может, читала книги, слушала музыку, или, может быть, путешествия семейные тебя вот практиковали, так сказать? Да, получается, я вот в семье, наверное, лучше всех разговариваю на английском, и когда мы были в каких-то путешествиях, я всегда помогала с переводом, а для себя я любила переводить песни. Песни. Вот, кстати говоря, многие, да, люди такого подрастающего поколения именно на песнях и кинофильмах начинают ту самую первую свою практическую деятельность, да? Ты сидела все-таки с книжками, с учебниками, с переводчиками, или все-таки современная молодежь с гаджетами, и там все намного проще? Как переводила? Я думаю, больше с гаджетами, за компьютером. Я смотрела очень много фильмов в оригинале, и вот это помогло мне выучить хорошо английский язык. Как проходит обучение сейчас на кафедре? Может быть, есть какие-то интересные методики, да? Как вы изучаете язык? Потому что я в свое время тоже училась там же, и я помню, у нас была интересная практика. Мы, значит, клали в рот орехи, и с этими орехами мы говорили различные скороговорки, то есть и это мы так чеканили свое произношение. До сих пор есть такая практика, или это уже все старый век? Ну, орехов не было пока, но скороговорки были, конечно же. Да, мы изучаем больше всего язык сам, то есть у нас есть английский, это первый наш язык, и второй французский. Также мы изучаем все виды перевода, технический, художественный, синхронный, последовательный. Наши преподаватели — это действующие профессионалы, переводчики, и они нас учат очень актуальным знаниям. И также это все дается постепенно, то есть мы начинаем с каких-то более простых текстов и далее усложняется. И вот то, что было за гранью фантастики для нас, синхронный перевод, допустим, сейчас уже становится более реальным. Более реальным. Получается, ты владеешь английским языком, второй язык у тебя французский. Да. А есть ли желание еще какой-то язык освоить? Да, конечно, я люблю вообще начинать очень много разных языков. Конечно, не все заканчивают, ну, язык нельзя закончить учить. Я учила японский, например, тоже самостоятельно. Вот. Учу японский, итальянский, может быть. Молодец. А вообще, как ты считаешь, вот в будущем твоя профессия, она будет необходима республике, и насколько она востребована сегодня?
Я думаю, востребовано, хоть и говорят, что нас заменят машины. Я думаю, что пока что это не так. Машинам нужна наша помощь. Для художественного перевода обязательно нужен человек. И я думаю, да, и для нашей республики всегда происходят какие-то международные мероприятия, где нужны переводчики. Я так поняла, что вы любите путешествовать всей семьей, да? И вот какая страна тебе понравилась больше всего, и где, возможно, ты захотела побывать еще раз, именно с точки зрения своего профессионального опыта? Мне больше всего понравилось в Сингапуре. Я была там довольно давно, наверное, 10 лет назад, и уже тогда это был очень футуристичный, космополитичный город. Я бы очень хотела посмотреть, как он сейчас выглядит. И там говорят на английском языке. Думаю, это хорошая практика. А на сегодняшний день ты уже не испытываешь языкового барьера? Вот студент 4-го курса уже свободно разговаривает, то есть и ты не стесняешься ни произношения, ни, возможно, какого-то акцента. То есть ты уверенный пользователь английского языка. Да, я думаю, я уверенно довольно разговариваю, но, конечно, есть какие-то области, которые мне не знакомы, и мне сложнее там сориентироваться, но все равно уже есть какой-то определенный навык, который, надеюсь, не будет утерян. Алина, но всегда абитуриенты стоят перед таким сложным выбором. Вот если бы ты давала совет от себя лично, да, вот почему нужно уйти именно в профессию переводчика? Я думаю, что это полезная для любой дальнейшей деятельности профессия, потому что даже если вы не будете работать именно переводчиком, знание языка, умение вообще переводить, это всегда будет плюсом большим. Поэтому даже если вы потом решите поменять профессию, ваше первое образование переводчика всегда будет полезным. Вот тут же тогда следующий вопрос. А ты ли планируешь получить вторую специальность или все-таки переводчик и переводчик навсегда? Вообще нас готовят как специалистов широкого профиля, то есть мы можем быть и преподавателями, допустим. Я вот рассматриваю для себя такую возможность, наверное, быть репетитором, допустим. Но также, я думаю, это только плюс, если переводчик получит еще какое-то другое образование, чтобы быть, вот, допустим, переводчиком, специализирующимся на какой-то определенной области. У тебя есть сейчас уникальная возможность поздравить своих однокурсников, своих преподавателей с вашим замечательным праздником. Да, я поздравляю всех переводчиков, всех, кто учится на переводчиков, нашу любимую кафедру перевода Института зарубежной филологии и регионоведения. Желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности и в жизни. Удачи. Ну и давай небольшой блок на английском языке, пожелания. So, congratulations, dear interpreters, translators. I wish you all the best in your professional career and good luck. Вот так, вот такая замечательная Алина. Ну а теперь вопрос немножечко не по нашей теме. Скажи, помнишь ли ты в свои школьные годы, были ли у вас ярмарки, вот, которые сейчас такой, знаешь, прям бум во всех школах прошел, а у тебя были ярмарки? Да, я помню, у нас была осенняя ярмарка, мы сами готовили и продавали всякие вкусности. Ну вот и среди наших зрителей, я знаю, есть и школьники, и выпускники, как ты. Поэтому, дорогие ребята, если вы все еще грезите мечтой пойти в ту или иную профессию, стремитесь к ней, и пусть у вас все обязательно получится. А тем временем в Тампонской многопрофильной гимназии имени Вячеслава Штырова после долгого пандемийного перерыва состоялась традиционная благотворительная ярмарка «Золотое сердце». Ребята с родителями и учителями организовали продажу летних даров природы. Там были и свежие овощи, и ягоды, и соленья, и варенье, выпечка, и подделки ручной работы. Подробнее в материале наших коллег. О том, как творить добрые дела своими руками, давно знают учащиеся Тампонской гимназии. Вся продукция, представленная на ярмарке, это совместный результат деятельности детей и родителей. Сегодня они принесли все то, что с трудом и заботой вырастили, собрали, испекли или изготовили. Радость на лицах и ребят, многие из которых впервые в роли продавцов, и покупателей, приобретающих запасы на зиму по сходной цене. Сегодня я была в роли продавца, и как продавец мне очень понравилось. Сама ярмарка очень красивая и завлекательная. Почти все раскупают. Десятиклассница Эделина Михайлова в ярмарке впервые участвует с продукцией собственного изготовления. Это рисунки в формате плакатов, карточки, раскрасок, кольца из глины, которые, кстати, раскупались на ура. Но в целом
считаю, что на увлечениях можно зарабатывать, но для этого нужно идти в специализированные площадки. И, как вы понимаете, школьная ярмарка, она не совсем подходит для увлечений. Но все равно я помогла автоклассу, и у меня где-то лежит 600 рублей сейчас. И это как минимум неплохо. Часть денежных поступлений будут использованы для приобретения подарков ветеранам-педагогам, а другая для нужд класса. Поэтому каждый ребенок заинтересован в том, чтобы выручить как можно больше средств. Мы впервые находимся в ярмарке в гимназии. Мы очень много купили своей подружкой выпечки в большом помещении. Есть очень низкие цены, есть большие, есть дорогие, рисунки, фотографии, выпечка и много-много другие изделия. Остались довольны все, а самое главное – сами дети, для которых такой яркий и массовый праздник – это одна из лучших традиций Тампонской гимназии. Осеннюю благотворительную ярмарку посетили сотни хандыгчан, и каждый ушел с покупкой. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Какие молодцы тампонские гимназисты. Отдельный привет передаю всем учителям, а также своим родственникам, которые сегодня живут в поселке Хандыга, потому что мне очень радостно смотреть подобные сюжеты, потому что я сама в свое время училась в той самой тампонской гимназии, и я прекрасно знаю, какие там замечательные учителя и какая замечательная атмосфера для вот подобных мероприятий. И добро действительно нельзя измерить деньгами. Оно не требует много сил и времени. Главное – начать. Так и московский метрополитен совместно с Всероссийским обществом слепых продолжает обучение собак-проводников на станциях. В этом году 40 хвостиков получат квалификацию. Первое занятие прошло для 4 собак. Их учили ориентироваться на местности. Они уже знают команды «рядом» и «сидеть». Кроме того, они узнали, где находится вход и выход, и учатся спускаться по эскалатору. Важный этап обучения таких псов проходит на инфраструктуре метро, чтобы животное не боялось громких звуков, больших скоплений людей и передвижения на эскалаторе, рассказали в департаменте транспорта. Самый сложный объект метрополитена для собаки – это, конечно же, эскалатор. Ехать на нем непривычно для животного. Кроме того, нужно, чтобы собака умела вовремя сойти с эскалатора, иначе она может повредить себе лапки. Такое обучение прошли уже порядка 250 животных. Собаки осваивают несколько команд общего курса дрессировки, чтобы питомец слушал своего владельца. А также есть специальные команды «быстрее», «медленнее» и другие. Стать проводником может не каждая собака. Есть определенный список подходящих для этой работы пород. Для работы в московском метро обучают лабрадоров-ретриверов, немецких и восточноевропейских овчарок, а также хорошо подойдут для этой работы золотистые ретриверы. Действительно, не каждая собака может стать проводником, но научить своего питомца примитивным командам, а самое главное, правильно воспитать может каждый. Главное – иметь большое желание и упорство. А начинать можно вместе с нами, с нашей постоянной рубрикой. И прямо сейчас давайте отправимся на прогулку со своими четвероногими, с нашей любимой и дорогой Людмилой Московских, которая еженедельно обучает нас тем самым тренировкам с собаками. Всем доброе утро! Сегодня мы с Бигли, это порода такая Бигль, по кличке Марли, поговорим с вами о самом насущном, о большой проблеме многих хозяев, когда собака на улице не слушается, когда собака тянет поводок, ее интересует все вокруг, кроме вас. Вот как собачку научить не тянуть поводок? Самое основное – это вы учите щенка. Щенок трехмесячный, когда вы поставили все прививочки, он как чистый лист. Вы вышли с лакомством, его ничего шибко не интересует, кроме вас. Но по мере взросления щенка собака начинает интересоваться миром вокруг. И если правильно не научить не тянуть поводок, вам потом приходится корректировать поведение и переучать. Переучить всегда сложнее, чем научить. Запаситесь терпением, но все всегда можно сделать при большом желании. У меня в руках охотничья порода Бигль. Собака, сильно отвлекающаяся на запахи, на любое движение. То есть он что-то увидел, все, он включился и забывает про хозяина. Что-то унюхал и забывает про хозяина. Ну, прежде всего, прежде чем заниматься с собачкой, вы должны дать ей сходить в туалет. Вы должны дать ей немножко обследовать мир, то есть понюхать, походить, посмотреть. И только после этого вы пытаетесь навязать собаке свою волю. То есть, чтобы собачка вас слышала. Выходите на улицу всегда с лакомством. Собака должна
получать награду за то поведение, которое хотите вы от нее. Заинтересовываться собачкой либо едой, либо игрой, игрушкой. В данном случае у меня еда. Когда я хочу научить собачку чему-то, я выхожу всегда с едой. И вот смотрите. Сейчас сначала я ставлю собаку на себя. Марли, гуляй, гуляй, гуляй. Сейчас он занюхается, сейчас он заинтересуется. И вот он куда-то... Вот он куда-то побежал. Вот. Гуляй здесь. Куда-то побежал, интересуется. Миром вокруг интересуется, но не мной. То есть, если он куда-то побежал, я останавливаюсь и стою на месте. Собака останавливается, но ко мне не возвращается. Тогда я издаю какой-нибудь звук. Кто-то кличку говорит, я могу посвистеть, либо пощелкать языком. Эй! Эй! Да, супер! Как только обратил внимание, Марли немножко проходит дрессировку, перевоспитание, поэтому он уже научен на меня обращать внимание быстро, за 2 секунды. В большинстве случаев первоначально вы начнете заниматься, собачка быстро на вас не будет реагировать. Стойте терпеливо, никуда не идите, стойте, ждите. Пока собака, можете слегка поводочком на себя пару раз дернуть, пока собака не обратит на вас внимания. Ну как обратила, вы ей даете кусочек, говорите, да, супер, и начинаете прогулку дальше. Идете до тех пор, пока поводок провисает. Вот пока поводок провисает, мы двигаемся. Гуляй. Как только поводочек натянулся, гуляй. Вы сразу останавливаетесь и издаете любой звук. Если на звук собака не привлекается, пару рывков поводком, издавая звук при этом. То есть привлекать, вот он ушел, видите? Эй! Да, супер! И как только собака двигается в вашу сторону, я ее подбадриваю. То есть у меня ласковый голос, я говорю, да, молодец, супер. То есть я этого хочу. И собачка получает кусочек. Первоначально у вас будет 1-2 метра прошли, стоим, 1-2 метра прошли, стоим. Но через 3-4 занятия вы будете достаточно спокойно гулять на провисшем поводке. Как только собака будет натягиваться, вы останавливаетесь. Через месяц таких тренировок ваша собака даже не будет натягивать поводок. То есть она только натянет, только в шее почувствует натяжение, она сразу будет возвращаться немножко к вам и делать поводок провисшим. Но еще раз говорю, это нужно время, терпение и интерес у собачки должен быть. В основном это в еде интерес. На этом все. Увидимся на следующей неделе. А далее я предлагаю отправиться вам в музей. Думаю, что большинство якутян точно посетили уникальную выставку «Сокровищница Третьяковской галереи», которая совсем недавно завершилась в городе Якутске. Но все же тому небольшому проценту наших зрителей, кто не успел там побывать, мы представляем шедевры одного из крупнейших художественных музеев мира в нашей постоянной рубрике. Рубеж 19-20 столетия принято в России называть Серебряным веком. Серебряный век, он многолик, многообразен. И это было второе дыхание культуры в России. Тогда на небосклоне зажглись такие великие звезды художников, поэтов, литераторов. И это было разнообразное художественное течение, импрессионизм, фавизм, абстракция. И вот одна из таких звездочек – это была художница Наталья Гончарова. Она дружила с Мариной Цветаевой. И когда Марина Цветаева только познакомилась с ней, она вопрошала, а та ли это Наталья Гончарова, жена великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Но эта Наталья Гончарова, она внучатая племянница жены поэта. И они дружили. Наталья Гончарова была очень яркой женщиной, красивой, тонкой, жизнерадостной. Недаром Марина Цветаева всегда о ней говорила, что такой вот образец умной женщины. И здесь у нас на выставке представлена ее работа, такая яркая, которая называется «Осенний букет», написанная в 1908 году. Но эта работа, она как автопортрет художницы. Она представляет, какой была художница, вот такой яркой, жизнерадостной, солнечной.
Наталья Гончарова увлекалась фавизмом, это означает в переводе «дикий». И, кстати, ее называли в России первой русской амазонкой авангарда. Таким она была новатором. Но по прошествии каких-то лет Гончарова говорила, что вот история России, вот именно художественная, да, намного глубже, несомненно глубже и ярче, чем то, что я знаю на Западе. А Марина Цветаева определяла ее, вот этот, ее труд как труд и дар, дар и труд. И еще интересный факт, что сама художница писала стихи. Труд и труд, как вчера, труд и труд, как всегда, безысходный труд и подвальный, и от детских слез до последнего вздоха предсмертного все ему отдано. А сейчас передам слово, конечно же, нашим коллегам из новостного отдела. Ведь интересно, что же произошло в республике и на территории нашей страны за последние дни. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Вы смотрите новости. До конца этого года в Ленске откроют многотопливную заправку с метаном, бензином, дизелем и электрозарядкой. Об этом сообщил Максим Терещенко, министр промышленности и геологии региона. Кроме того, по линии Минэнерго федеральный бюджет выделит республике почти 34 миллиона рублей на строительство новой газозаправочной станции. До конца 2030 года Минпром планирует увеличить в республике количество газовых заправок до 40. Инвесторы, которые будут строить эти объекты, получат финансовую поддержку от Якутии. Земельный участок без торгов и нулевой налог на имущество. Также льготу в регионе предусмотрели и для автомобилистов, переходящих на газ. Транспортный налог для них снижен на 50%, а за переоборудование автомобиля заплатить владельцу машины придется только 10% стоимости. Остальное покроет республиканская субсидия. Школьники Усть-Алданского улуса соревновались по правилам безопасности дорожного движения. Такое соревнование ведется под эгидой Улусного ГИБДД, Центральной больницы и МЧС. Радует то, что 6 команд из 3 разных школ, несмотря на сопернический дух, помогают друг другу. В соревновании приняли участие ученики 5-6 классов. Этапами стали проверка знаний правил дорожного движения и оказания первой медицинской помощи, а также фигурное движение и веселые старты, организованные сотрудниками МЧС. Мы прошли только 2 этапа, но думаю, это самым сложным этапом для меня будет это, когда держишь цепь и управляешь велосипедом одной рукой, а другой рукой держишь цепь и вот так кружишься по кругу. А если ты уйдешь из круга, то балл снижится. Педагоги станции Амгинской станции натуралистов каждый сезон изготавливают собственный чай из лекарственных трав. В состав входят различные виды трав и кустарников, полезных для здоровья человека, таких как ромашка, мята, полынь, пижма и многие другие. С каждым годом ассортимент наборов расширяется. В этом году в него входят конфеты из сосновых шишек. Помимо этого на станции производят различные сиропы и варенье из плодовых культур, которые планируют также добавить в чайные наборы. Во всем этом педагогам помогают воспитанники станции, практикуют изготовление чая на дому и участвуют в научно-практических конференциях. Мы очень много собирали летом. И мы вокруг летом вечером мы вокруг стола собирались все и брали чай и вот так вот делали. И сушили, наверное. Да. Кто тебе помогает в этом? В этом мне помогает мама и бабушка. В столице республики открыли новый арт-объект, посвященный 390-летию столицы. Участники креативной студии «Ай-Арт» за 1,5 недели преобразили конструкцию бизнес-центра на берегу Талого озера. Проект был сделан по программе «5 шагов для городов» по изменению городской среды, который войдет в общий регистр и будет нести культурную ценность. Автором макета является графический дизайнер Юлия Матвеева. Длина мурала составляет 46 метров. Картинки на арт-объекте структурированы в историко-хронологическом порядке,
архитектурных объектов города Якутска. По силуэтам можно понять, где эти места располагаются. Как отметили авторы проекта, художникам пришлось рисовать объект в осенних условиях на улице. Была проделана очень трудоемкая и конструкторская работа. На этом у меня пока все. Мы продолжим следить за развитием событий и отличного дня! Многие специалисты считают, что IT, вообще технологии, это и есть будущее нашей страны. И сегодня мы пригласили в нашу студию руководителя Академии будущего IT-ген Вячеслав Егоров, чтобы поговорить, насколько развита вообще IT-сфера в нашей республике. Доброе утро, Вячеслав. Доброе утро. Ага. Расскажите, пожалуйста, как появилась Академия будущего, IT-генератор и откуда такое название? IT-генератор, ну сначала, конечно, не IT-генератор назывался, да, это после нескольких трансформаций мы переименовались. А начали мы, как получается, резиденты студенческого инкубатора. То есть вот только выпустились и там, ну, сначала начали просто тусоваться, узнавать, изучать. Вот, а потом, получается, ну, где-то мы так 2-3 года, получается, все изучали, пробовали, разные проекты запускали, небольшие мероприятия проводили, хакаотоны делали, деловые игры. Ну, то есть, грубо говоря, получается, мы собирали народ вокруг себя, который интересуется IT. Тогда их не так много было, максимум человек 100, наверное, будет. Не так много, максимум человек 100. Такое маленькое сообщество, да? Ну да. Получается, ну там же все, там и дизайнеры, получается, были, там и киношники были, там и программисты были. Вот. Но было уже достаточно много людей в одной группе, да? Объединенные единой идеей. Не, ну там они малыми группами делятся, конечно. Там фотографы, видеографы отдельно, там программисты как бы тоже. Ну а далее что? То есть общие интересы были, люди были, и как решили Да, вот отделиться? именно из общих-то интересов-то и создается же сообщество. То есть как бы цель у многих одна, это попробовать сделать свой стартап, да, либо разработать какую-то технологию, новые какие-то решения создавать, да, для компаний, для их обслуживания, получается. А кто-то хочет творчество, там игры делать, да, там какие-то короткометражки делать и так далее. И мне кажется, вот благодаря именно вот энергии сообщества и их взаимопомощи друг другу, да, какими-то там советами, да, там, возможно, какие-то технические там сложности и так далее, это помогает. Это дает некую уверенность, что у тебя получится. Ну, то есть повышает его. Вот. А чему вы обучаете в своей академии? Вот какие-то, может быть, хотя бы перечень неких предметов, да, по каким вы работаете? Мы довольно сейчас уже широкопрофильно идем, да. Если так брать большими мазками, да, то у нас есть 4 направления основных. Это дизайн, программирование, анимация и цифровое рисование. Вот отдельно мы его хотим. Вот. И в этих группах есть, получается, у каждого 3 подгруппы, еще подгруппами, сколько там, 8 категорий примерно, да, и еще, получается, курсы к ним. Это, получается, ну, очень много направлений. Получается, каждое направление несет в себе, ну, примерно по 10 профессий. Ну, представьте себе перечень вот этих IT-профессий, которые сейчас существуют, их там более 1000, по-моему, уже. То есть у вас в академии можно найти свое такое узкую специализацию? Мы оттуда взяли где-то, наверное, процентов 10-20. Всему учить это, ну, нереально просто. Но вы, как вы уже затронули, да, вы создаете очень много проектов. Вот, может быть, есть какой-то самый такой дорогой вам проект в душе вашей, да, вот что запомнилось больше всего? Мне работа вот с концерном Калашникова понравилась. То, как они подают техническое задание, то, как они разъясняют и дают четкое задание с четким графиком, получается. А над каким проектом сегодня работаете? Вот? Сейчас мы, получается, попытались запустить обучение вот с сентября, да, для всех желающих. В утреннее время дети, вечером взрослые, получается. Сначала взяли 2 темы, это программирование и анимация. То есть мы все сразу в кучку не стали запускать, потому что сложно все понять сразу, да, получается. И набрали, получается, успели набрать всего 2 полную группу и 2 неполную группу, да. То есть это из-за того, что, как сказать-то, мы начали сомневаться, у нас уже начались сомнения, мы уже видели, к чему идет все вот эти события, и как-то немного притормозили, решили сделать переориентир, немного переквалификацироваться, и обучение мы, получается, сейчас приостановили из-за этого, да? И сейчас полностью переходим на оказание услуг, ну, сервисы для населения делать, да? Будем укреплять сообщество. Сейчас, получается, для этого мы будем создавать продюсерский центр, некий продюсерский центр, который будет помогать талантам самореализовываться. Каким способом? Да? Находить команды, найти заказ, возможно, да?
участвовать в каких-то мероприятиях. Ну, то есть это вот придает, опять же говорю, вот эту вот силу, энергию творить, там, создавать. Возможно, каких-то ресурсов не хватает, можно обратиться. А у нас вообще много талантливых ребят в республике? Очень много. То есть Только айтишники есть у нас? Ну, таланты же не только айтишники, это и художники, это Дизайнеры, мастера. художники, да? Есть даже учителя, креативщики. Я знаю таких учителей прекрасных. Допустим, Галина Федорова, да, она является, ей получается сколько лет? 56, по-моему, 57, да? Она логопед, педагог, учит якутский язык как иностранный. То есть наш язык для других же стран иностранный, и он обучает студентов в других странах якутскому языку. И она пришла к вам? Она пришла к нам, да, с просьбой помочь ей сделать анимации и их образовательных контента получать, да, там видео, тексты там, и так далее, да. Мы согласились, нам очень понравилось, она такая заряженная, креативная, такая энергичная. И сейчас, получается, мы будем с такими проектами коллабиться. Мы будем сейчас ей помогать оформлять и будем ее уже сопровождать, получается. Яркий пример, да, такого взаимообщения, да? Да. А вот все-таки Да, за так. последнее время очень много приложений ушли с российского рынка, да? Но ни для кого не секрет, да? Вот вы считаете, что для вас это некий такой трамплин, чтобы что-то новое придумать для нас, для себя, для республики? Мне кажется, это возможность сосредоточиться на тех моментах, которые есть вокруг тебя. То есть я даже рад, что вот некоторые сервисы ушли, они нас своим информационным мусором уже не будут мешать, потому что как бы ты хочешь быть и в курсе мировых событий, да, что происходит там на фондовых рынках, да, там, что происходит вообще по развитию технологий, поэтому ты заходишь на разные сервисы, читаешь там статьи, какие-то выписки там. Вот. И все это сейчас будет ограничиваться, и, соответственно, возможно, не надо так широко смотреть пока. Надо здесь у себя укрепиться, нормально все создать, создать некое производство, да, там, талантов, производство каких-то промышленных нужных вещей. Там. Вячеслав, но молодое поколение сегодня очень такое активное, да, развивается стремительно и быстро. А вот вы считаете, что все-таки в каком возрасте осознанно ребенок может прийти вот в ту самую вот вашу сферу, да, и уже понимать, получать знания, а самое главное, вот эти навыки в своей, ну, какой-то, допустим, повседневной жизни уже применять? Я даже знаю истории, где 7-8-летние девушки, да, создают свой аккаунт и выкладывают туда свои рисунки, которые рисуют на телефоне. Прям так мощно рисуют там. У меня дочка, да, начала рисовать в телефоне тоже где-то вот, наверное, с 4-5 лет примерно вот так, да. Ну, то есть уже я даже не заметил, да? когда она начала, да. Ага. И потом она мне приносит, показывает вот эти вот. Они настолько его детально рисуют, что как бы кто тебя учил? Где ты этому научилась? Говорит, ну там, говорит, в Ютубе есть, там смотришь, повторяешь, и, вот, и постепенно они вот так получается, рисуют. Делают анимации даже. У меня дочка делает анимации в телефоне, получается. Вот так. То есть будущее есть за этими детьми, мне кажется, да, просто... Нет, это же просто... В скором времени это превратится в инструмент обучения в повседневных занятиях, что анимация, она станет еще доступнее, еще понятнее, да, еще более, как скажем, быстрым для производства. То есть она будет немного падать в цене. Ну да, действительно, сейчас для многих детей анимация — это просто такое некое увлечение, которое, ну, вот очень популярное сейчас, да, это так в тренде, да, делать мультики в телефоне. Но вот мы видим сейчас на кадрах совершенно маленькие ребята занимаются этим профессионально, и у них неплохо получается, да. Если вдруг наши телезрители захотят, вот, допустим, стать таким же участником замечательных таких проектов, как можно к вам попасть и с какого возраста сейчас возможно? Мы сейчас, если даже будем набирать, то будем набирать только корпоративные, да? То есть полностью под ключ взять их какое-то обучение. Это может быть сообщество учителей, это может быть там какое-то предпринимательское сообщество. Это может быть любое объединение, которое придет нам к цели создать что-то конкретное. Если они хотят что-то сделать, возможно, это мультик, да? Тогда мы им должны сделать под ключ курс, который поможет им там довести мультик до конца за год. Ну, примерно нужен год, чтобы сделать более-менее такой мультик получается. Целый год сделать мультик, примерно хронометраж. Сколько у этого мультика может быть? Это от технологий будет зависеть. Ну, примерно плюс-минус. 5 до 30 минут, наверное. Если это будет по кадру, то это 5 минут. Если это будет скелетное 2D-шное, то и с одного ракурса, без всяких полетов камер, то где-то 2 месяца. И так далее. И там она разнится получается.
Ну, Вячеслав, спасибо большое, что посетили наш эфир. А вообще, вот такой еще один вопрос. Как вы относитесь к спорту? Ведь говорят все-таки, что люди, которые работают в IT-сфере, они сидят, и как-то вот в основном это сидячая работа за компьютером, и активности вообще практически нет. Я вот с этим пытаюсь бороться, как со своими, так и сам собой. Ну, просто иногда ты сильно устаешь и сразу домой идешь, не в зал, да? Я сам являюсь кандидатом мастера спорта. То есть раньше я занимался боевыми единоборствами. Боевыми? Есть, да, есть некие достижения там, в школьном возрасте, да. И вот последние, не знаю, сколько-то лет, там, не знаю, 6-7, наверное, лет в зал не ходил ни разу. Вот, значит, есть о чем задуматься, да? Да. IT-сфера, работа, это, И конечно, я вижу, как хорошо. окружение, просто их, мне тоже туда очень много энергии уходит, чтобы их пытаться убедить. Я вижу, как они там начинают искривляться, там, сидят целый день. Поэтому Вот. все-таки Да. вы У меня есть считаете, что друзья, спорт которые- должен быть в жизни каждого? Да, и они знают об этом и не хотят с этим бороться. Ну Вот тогда что самое плохое. давайте посмотрим следующий сюжет, который обязательно промотивирует многих из нас. Ведь в Приморском крае, в городе Находка, прошел боксерский турнир под названием «Ливадийский ринг». Это первое соревнование по боксу, в котором приняли участие более 150 спортсменов со всего Дальнего Востока и боксеры из Беларуси. Отличный результат на ринге показали представители из города Нерюнгри. Это воспитанники школы «Лидер» и спортивного клуба «Ботур». Павел Черданцев занимается в школе бокса более 5 лет. Сейчас ему 12. На турнире в Ливадии обошел всех соперников и завоевал первое место. И это его не единственная победа. За плечами участие в республиканских турнирах, а впереди региональные и всероссийские соревнования. Алданский район выиграл. Город выиграл 2 раза. Призер республики Саха-Якутия. Дальше какие планы? Дальше на республику поехать, на Дальний Восток и взять путевку на Россию. Алану Сабердянову не хватило совсем чуть-чуть до первого места. В итоге серебряная медаль и специальный приз за волю к победе. Приехали, первый бой отбоксировал, вроде нормально там. Второй бой отбоксировал, тоже вот. Конечно, проиграл, не хватило чуть-чуть, и все. Кубок дали за волю к победе. После соревнований сразу на тренировку. В спорте времени на отдых почти нет. Ребята занимаются 6 раз в неделю. Уже в марте выезд на республиканский турнир, после которого дальневосточный и затем главный – всероссийский. Во-первых, опыт дает, это раз, что если, допустим, не ездить никуда, сидеть в спортзале, толку с этого не будет вообще. То есть ездить надо. Ездить надо на сборы, обмениваться опытом. Они набирают опыт в боях. То есть он и даже здесь сидит в зале, он будет заниматься 5-6 лет, допустим. И если не ездить на соревнования, толку с этого не будет. Надо, если есть возможность, выезжать как можно чаще. И не только на соревнования, но и на сборы надо выезжать. Высокие достижения, которые демонстрируют нерюнгринские спортсмены – это результат упорного труда. Несмотря на юный возраст, эти ребята полны сил и готовы к новым победам, которые принесут им еще немало медалей. Ирина Жданова, Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри. На этом время нашего утреннего эфира подходит к концу. Мы напоминаем, что сегодня долгожданная пятница, впереди замечательные выходные. И, конечно, мы желаем вам провести эти выходные с пользой и с удовольствием. Ну и, как всегда, пятничный эфир мы завершаем музыкальной паузой. Не есть то, чего не понимаю, дух революции и детства. Ее волосы, как огонь, пылают, с ней можно попасть